Хочу поблагодарить за то, что вы нашли мужество, за то, что нашли время, приехали к нам сразу. Хочу вас поздравить со вчерашним освобождением. Я имел разговор, посмотрел программу ЧП, чрезвычайное происшествие, канал телевизионный НТВ, где было показано 28 числа, что задержаны граждане Таджикистана, в частности, был троих. Сейчас включу, посмотрим там на видео. Легальным мигрантам оперативники ФСБ, своего рода закрытых городов в промзоне на юге Москвы, правоохранители приехали во время ужина. Выяснилось, что здесь нарушители жили вместе с семьями. Практически никто из местных, в кавычках, разумеется, не имел разрешения на работу, а кое у кого не оказалось даже паспортов. Из города, которого нет. Репортаж нашего корреспондента Александра Токарева. В промышленной зоне на юге Москвы подозреваемые построили что-то вроде подпольного города. Условия проживания, мягко говоря, далеки от идеальных. Горы мусора, разбросанные стройматериалы. Обитатели этих домов сотрудники ФСБ и МВД застали во время ужина. Трапезу пришлось прервать для проверки документов. А чем занимается? Ничего. Просто у меня все хотел, чтобы другой забрать свою старую дом. Ну, пришел в автосервис. Ни регистрации, ни даже паспортов у многих из этих людей не оказалось. Задержанные утверждают, сюда их привез некий хозяин, который обещал работу и деньги. Бригадир пришел, забрал нас, сказать, что металл надо разгрузить, грузить, 5 тонн надо. И нам забрали. Это не его вещи, это сардинцы, 30, это его вещи. А у нас только рабочие вещи. Но по информации оперативников, трудились мигранты на самом деле в другой сфере. При себе у них обнаружили книги и листовки экстремистского содержания, а еще пистолеты и патроны. А что за книжка вообще? Это не моя книжка. А чья? Это хозяин привел нас, это сумка хозяина. Это начальник. Вместе с литературой еще одно доказательство причастности задержанных к запрещенной в России организации ИГИЛ. Что это такое, разворачивает? Что за флаг, можете сказать? Я откуда знаю, что за... Это из вашей сумки. Это не наш сумка. Кроме этого, оперативники обнаружили шприцы и наркотические вещества. Все отправили на экспертизу. После оформления протоколов вероятных пособников террористов доставили в отдел для дальнейшего разбирательства. По некоторой информации, сыщики уже вышли на след человека, который привез в столицу выходцев из Средней Азии. Александр Токарев и Дарья Мысалова, телекомпания НТВ, Москва. Миллионы граждан посмотрели. На начальной стадии все думали, что вы это совершили. Я был не уверен. Поскольку мы с вами после того, когда это все посмотрел, вы, находясь при задержании в отделе, где вас допрашивали, и с вами имел на телефоне разговор, и я был уверен в том, что это просто люди, которые со стороны хотели сегодня получить новые, звания, получить, раскрытие новых преступлений. И ко всему этому надо было сделать, чтобы именно еще раз очернить лицо таджикской нации, а в целом Таджикистана и его граждан. Статья очень такого громкого заявления, которое сделано журналистом, за это надо в суд подать, потому что нет там конкретно, что если бы говорил кто представитель пресс-службы, прокуратуры или Федеральной службы безопасности, сказали, что данное преступление раскрыто, тогда можно было говорить, или следователь, который вел с вами дело, тогда можно было об этом говорить, что вы совершили преступление. Я видел те которые мешки, с подробностью у вас будет еще дополнительно для наших слушателей и зрителей, которые смотрят наш сайт tajmigrant.com и Таджикистан, те мешки, которые абсолютно вы не имели представления, что в этих мешках находится. Вот туда прибыли, представляете, туда пришли столько представителей правоохранительных органов, автобус ОМОН, собраны, Федеральной службы безопасности. И сами, когда для меня, я был в шоке, может быть, в каком плане, как говорит иногда, голосом дымом становится, вас просто взяла машина, первый раз хотели вас арестовать 2 недели назад. Вас попросили приехать где-то в районе ВДНХ, просили вам там металлолом разгружать, перерезать металлолом и сдать.
Даже вы ничего не сделали, вам отдали 2700 рублей. Да. Ничего не сделали. Ничего не делаем. Дальше посмотрим, они вас обратно сажают или привозят на этой же точке, называемой работорговли, где таджики, узбеки, киргизы находятся, ищут работу. Вот там же, это на этом же месте же. И эти люди ждут следующий день. Вот поэтому тогда, может быть, часть из оперативников, может быть, не решил на такой, значит, шаг, который опозоряющий сегодня честь, достоинство российского государства, тем более люди в погонах на уровне федеральной безопасности. Я неоднократно говорил, что более 60% таджикистанцев в тюрьмах находятся невиновными. Вы там сейчас оказались бы. Вы там, посмотрите, сейчас вам минимум по 15 лет. Я говорил об этом те, которые сейчас сидят в Нижнем Новгороде. Целая семья сидит. Им подбросили гранаты. И то учебные гранаты. Плюсовали, что не хотели. Мы воевали, адвокатов отправили, получается. Освободить эти люди невиновных. Сейчас оказались следующие. Дополнили кто из списка таджикистанцев в тюрьмах. У вас вот 2 брата и ваш сосед, получается. Поэтому я вас хочу еще раз, чтобы не было голословно. Я вчера от вашего родственника получил по ним заявление после того, когда разговаривал. Вот. Поэтому то, что от вас сегодня буду слушать наш народ, и народ России, и представители власти, и господин президент, который находится, они должны проявить заботу о вас. В частности, Таджикистан в лице Эмомали Рахмонова, в частности, Россия в лице Владимира Путина и другие представители дипломатических корпусов. Вы сейчас находитесь не в дипломатическом корпусе, не в консульском отделе Таджикистана, вы находитесь в общероссийском общественном движении. Это ваше движение. Это где вам сегодня, возможно, в будущем решат, как вам жить, как вам лучше сделать так, чтобы подобные не были приняты меры по отношению, чтобы уничтожить ваше достоинство, уничтожить нашу таджикскую нацию. Поэтому я попрошу, расскажите, как это было коротко, чтобы люди наши поняли, что вы не террористы, вы приехали работать, вы хотели еще раз сказать, что вы люди, которые за миром, никаких, соответственно, у вас нет плохих взглядов. Я почему дополню, потому что я категорически против, кто называет таджика террористом. Таджик, даже летающую муху мимо нас, насекомых, боится, он даже автомат не будет брать. Кто с автоматом воюет? Те, которые под наркозом. Но таджик этого не употребляет. Не употребляет, поэтому то, что вы там находились, всем известно, незнакомый город, непонятный город. Что там создали, кто был заинтересован. Там, скорее всего, есть, по моим точкам зрения, кто-то хотел забрать бизнес. Поэтому, пожалуйста, представьтесь. Я Халимов Убайдуллах, гражданин Таджикистана. Ну, нам, короче, пришел, мы где стоим, вот народ работающий в Метишинский район. Пришел один гражданин русской национальности, Навлянский. Он пришел, сказал, чтобы нам работа из 5 тонн металла надо. Когда первый раз? Это первый раз где-то 21 числа было, в этот же месяц. Но номер мы отдали ему, он вечером как бы звонил, сказал, чтобы завтра на 22 где-то приходите до Веденха, я туда вас заберу. Ну как бы мы приехали туда, и он забрал нас, ну куда-то забрал на другое место, где-то сели на такси, где-то на километр-полтора где-то туда доехали. И остановились возле один заправка. И звонил куда-то, сказал, что работа не получилась, короче, машина сломалась. Это все как бы, я вам сейчас по 500 отдам и идите домой. Мы сказали, что это маловато, но, короче, по 2700 нам дал на троих. И обратно он как бы другой путь. И мы сели на трамвай до Веденха и от Веденха домой, к себе в Метишин. И потом не звонил как-то неделю. И потом через неделю, где-то числа 26 был вечером, звонил. Сказал, чтобы на 27-й и опять встречаем на то же самое место, на Веденха. Так мы приехали, 2 час был дня. И он нам забрал оттуда. Как бы он, не наш хозяин, как бы он работодатель. И это, который водитель с ним был, один русский, тоже славянский внешность. Забрал, крутили, как бы 2-1,5 часа, где-то до 4:30. И потом поехали до того же места, который металл надо грузить. И остановилась он, машина где-то тот же дверь, где мы заходим туда, что грузить металл. Ну вас возили по Москве? По Москве, да. По Москве где-то А крутились. там где металлолом, я не пойму.
А где металлолом, это мы не Показал, знаем не даже. знаю. Не знаем. Он как бы крутил 2 часа, может, не знаю. Обратно вас привез туда на то же место. На тот же место, да. А во время, когда были в машине, они с кем-то общались, звонили друг другу? Но разговаривали? по телефону где-то разговаривали. Что они говорили? Коротко говорили. Сказали ему, чтобы это, как вы, куда вы, говорит, сейчас мы в аптеку зайдем, лекарства возьмем. Они сказали? Да. Лекарства возьмем, сейчас поедем дальше, еще 20 минут додаем. Они зашли, аптека, не знаю, зашли, не зашли, Что приехали, там все. разговаривали, Да, что на там улице. делали. Они вышли, опять нас повезли туда. Автомобиль какая марка? Шевроле. Черные, да. Черные. Номера не помните. Номера даже. Вот когда Но мы- куда вы проехали, там, соответственно, достаточно много камер в Москве. Можно определить время, там, Да, час. там можно определить. Мгм. Ну, когда нам это высадили из машины, нам Когда вас говорили, привезли на место уже. На Видели, другое что ли? место. да, там где-то надо нам, металлолом надо грузить. А он как бы Да. остановил машину, сказал, чтобы вещи заберите рабочие. Мы забрали вещи рабочие свои. Вы когда приехали уже куда? Вот в этот город? Нет, мы Нет. оттуда, Когда другое это место, было? да, Другое Варшавский место. район. А Ну, там то есть, мы ну, должны грузить металл. Вас как где бы. задержали? Варшавский район. Варшавский шоссе или район, как говорят. А мы вас там не вывезли были. в другую сторону, не Нет, на Ярославле. Нет, на другой Вы тех стороне. людей вообще не знаете. Мы эти люди первый раз туда мы как бы ездили. Туда Вас даже привезли вот именно где вот называемый город неизвестный, Да, и туда да, вас да. привезли, Первый раз. и мы там сказали, даже- разгружайте наши сумки. Как сказали? Он сказал, что заберите вещи. Мы свои рабочие вещи забрали. И он сказал, мои инструменты тоже заберите. Как бы он сказал, что металл надо резать и грузить. Мы думали, это там инструменты, у него болгарка и всякие этажи. Забрали сумки, за ней шли. Как бы я вперед, и они за мной. Он где-то, от нас где-то вперед был на 3 метра. И как бы пришли, там уже автобус, от нас где-то 30-40 метров автобус стоит. Мы даже не знали, Что это за чей автобус? автобус. Сейчас автобус, как до его дошли, потом Полицейский или что? вышли оттуда где-то человек 15-20 с камера, со всякие этажи. Полицейские. Вышли, нам забрали, как бы, сразу за автобус, чтобы мы даже не смотрели, чтобы тот человек куда пошел. И ему не задержали, нам сразу за автобус. И полностью как проверяли, сумка не проверяли, ничего не трогали. Сказали, чтобы давай, пошлите с нами. Забрали туда, внутри, вот где столовые. Еще ребята там узбеки были, их забрали. Они тоже там стояли, нам забрали туда. Ничего не сказали. Здесь посидим, сейчас проверка будет. Что они там делали, не знаю. Мы спросили, чтобы, что здесь происходит. Одного ответили, чтобы с другой склады там мы поймали террориста. Может, у вас в середине Это тоже... вы, получаете, террорист. Это получается как бы, даже мы не знаем, что это мы террористы, у нас что находится Ну, про в вас сумке. говорят. Да, про Да, нас. про нас, да. Ну, говорит, может, у вас тоже в середине вас террористы есть. Дальше Мы что думали, было? что это такое, а? Потом пришли как бы через час-полтора, где-то в время 6 было. Пришли, сказали, что вы трое в сторону, а остальные все одну сторону. Как бы сумку забрали и в сторону мы сидели. Потом все стали как бы подготовили, сказали, что по одному каждому сумка давай. Потом он первый раз начал сумка своей рабочей, как бы тащил на стол. И потом их рюкзак, который нам дал тот русский. И потом он таскивал, оттуда вышел вот как бы книга литературная. И потом визитка-то какой-то, сим-карта. И потом рабочий какой-то. И потом свернутый был на один сумка какой-то пакет. И сказал, открывайте эти сумка тоже. И он открыл, стряхнул, чтобы оттуда упал 20 штук пуля. Автомат. Патроны. Да, патроны. Ну, И шприцы там, и Но это вы как-то. сказали там, что это не ваши сумки. Не наши, Это это не не наши наши сумки сумки. сказали. А чьи это сумки? Это У сумка, хозяина была который эта нам... сумка. Хозяин там сказали, там багаж возьмите. Да. Взяли багажники. Даже не знаю там, что это. Сказал там А инструмент на там тот есть. момент о чем вы думали? Вот вам оружие, вот постороннее, вот там наркота, все остальные, все на вас, и книги там запрещенные. О чем вы дальше думали? По вас статью уже, да? Ну, о чем еще думаешь? Думаешь, что все попадешь, а что думать? Ну, уже начали попрошаться с родственниками, да, в А душевно. что будешь, да, так и получается. Но вас забрали. И с вами разговаривали журналисты? Ну, журналисты Вот, спрашивают. это нерадивых журналистов НТВ называют. Ну, Которые должны показать кучу проблем, которые не платят гражданам деньги, на улице спят, они не хотят говорить. Вот спектакль, который создали, обвинят вас на 15 лет, сразу появляются российские журналисты в нашем качестве независимый канал НТВ. НТВ это независимый называется. Да, и интервью Я были, показал бы какой-то НТВщикам, другой что канал. показать сегодня российскому народу и народу в СНГ. Пускай придут, я им покажу. Вот сейчас мы будем говорить, это более реально. И что дальше, вас куда отвезли оттуда? Да, мне сказали, там это вот номер есть. Звоните, пускай это человек. Не звонили они. Телефон им взяли, поставили.
Не звонили ничего. Вы даже тогда хотели, что ко мне позвонить, да, получается, к нам? Да. Они не дали вам говорить даже? Не дали, да. А потом куда вас вывезли оттуда? Оттуда потом нам забрали, короче, сказали, чтобы мы хотели ему спросить, давай рабочие свои вещи забрали, сказали, ничего не трогайте. Как бы забрали в отделение. Даже мы не знаем, что там дальше, что к чему. Все нам забрали в отделение. И потом дали нам их следак, или там уголовники сначала спросили, чтобы как и что к чему. Адрес помните, куда вас привезли? На Горному району. Да, На Горном, отделение, да. Да, в управлении. Варшава. У нас бумажка отдали, там есть. Постановление есть. Ну давай покажи мне эту бумажку еще. Ну, и потом там кто вас допрашивал? Женщина, мужчина, следователь? Там сначала мужики нам спрашивали, уголовники были, они спросили, что от начала начинает. У вас говорили, какая статья у вас? Номер? Да, статья какая-то, террорист, Какая-то? говорит, экстремист, террорист. Это вам для чего дали? Это нам дали, чтобы приходить как бы сегодня, что туда, на Сегодня, допрос, да. 30 декабря, значит, вот выдано здесь отдел Министерства внутренних дел Российской Федерации по Нагорному району города Москвы. Давлату, это вы Давлату, да? 30 декабря. Это вам вчера его дали, когда вас уже освободили. Да. Ну, значит, надлежит прибыть 13:00, 9 кабинет, дознавателю. В случае неявки сразу весь вас предупреждает, что у вас паточник к вам будет приписан 113 даже. В телефоне номера вот здесь я вижу, значит, Новикова. Правильно? Да, но... Дознаватель отдел ОД УМВД России по Нагорному району города Москвы. Хорошо. Эту бумагу мы выдали, чтобы дополнительно вас допросили. Да. И я имел с вами, еще раз повторяю, разговор после того, когда попросил вашему родственнику, вам передали мои телефоны. Вы телефон, Да, как бы когда они- вас спрашивали, чтобы конкретно, вот надо было говорить, сказали, что о чем, что вот есть наше руководство, есть диаспора, можете говорить. Да, они как бы сказали, чтобы сегодня до 10 мы вас отпустим. Так и это, как обещает, уже третий день как бы прошел. Это чтобы после отпустим. нашего телефонного разговора Да, с вами. Да, это перед это было. Потом я им сказал, чтобы вот, уважаемый у нас Кармакто Шарипович, наш представитель, вот номер телефона. Сейчас позвоним и разговаривайте с ним. Как бы они дверь захлопнули, там, это следователь. Они сами по себе что-то разговаривали, и потом вышли, сказали, чтобы сейчас мы отпустим, как бы через час. Я им сказал, позвоните, пожалуйста, с ним разговаривайте. Они сказали, нет, мы нигде не будем звонить, и ни с кем не будем общаться. Ну Сейчас лучше вас отпустим. Да, лучше мы вас отпустим, и ни с кем не будем Ну пускай разговаривать. посмотрит наш сегодняшний разговор, и они другим не стал вот такой, значит, для них уроком-то что. Я сказал, чтобы мы ни с кем не будем, и сейчас мы его отпустим, короче, как бы 4 числа приедете обратно, допрос у вас будет. И все 4 числа вам. Да, 4 числа. А сегодня 30-го Да. кого спрашивал? Вас. Да. Вас когда? Да, то же самое. Тоже самое, самое, у нас тоже что такие это числа. числа? То же самое, да. Вот я Как бы хочу одно вам говорить, потому что сейчас на родине вас уже считают преступником. Многие не понимают, не руководство страны считают, но многие считают, что уже преступники. Потому что телевизионный канал, центральный интернет, это дает о том, что человек уже все. Вас очернили так, что нет. Ну, очернили таджикскую нацию. Я понимаю, много недопониманий между государством Таджикистана и Россией. Но люди не должны наши страдать. Я против того, когда он страдает мой народ, это мой народ, это таджикский народ, и таджики, в том числе, значит, другие народы там живут. Надо вам объединяться, потому что подобные вещи надо заставить и говорить через других, чтобы информация, что вас где-то задержали незаконно. Я вижу, что сегодня что происходит. Мы сейчас вот под предлогом экстремизма всех закрываем. Даже в Таджикистане люди сидят, я говорю открыто в камерах, что в Таджикистане люди сидят, которые обвиняют в экстремизм, человек не совершал. В собственном государстве они сидят. Если в России сотни граждан закрывались в 2014-2015 году, они уже на свободе, да, они тоже не совершили. Для чего придумано слово экстремизм, терроризм? С одной целью, что руководители этих государств себя чувствовали самостоятельно, когда человек высказал свою точку зрения, правду, давайте лучше его закроем по экстремизму. Я думаю, для Таджикистана бы не красило бы наше государство, надо убрать эту статью. Слово экстремизм, исламский терроризм позорит нашу веру. Пускай об этом американцы говорят, пускай немцы говорят, пускай англичане. Но в собственном государстве мы ввели слово терроризм исламистов. Да нет у таджиков террористов, нет у таджиков исламистов. У нас прекрасная страна, у нас прекрасные люди, у нас прекрасное будущее. Посмотрите, у наших люди по 5-6 месяцев не получают зарплаты. Кого-нибудь они убили, ждут. Простили, говорит, благодаря Всевышнему, говорит, мне даст еще раз.
но они не идут митинговать, не идут кого-то угрожать. Исходя из наших, вот так называемой добротой, нас используют. Поэтому сегодняшнее, вот самое главное, что сделали вы сегодня для своих родителей, чтобы подарок для них это вы на свободе. Я думаю, сегодняшний вот этот разговор наш, сегодняшнее ваше освобождение, руководство страны России, Таджикистан сделает выводы. Правоохранительные органы сделают выводы, что так нельзя по отношению к человечеству на земле. Да. Извините, что мы вас сразу не могли освободить, но сделать так, что вы уже на свободе. Хукумати Тоҷикистон что ҳарчи мо 12 гаштесем нофаҳмоӣ шуд барои чизе ки қабилан буда но ҳарчи гӯй мекардам худам ҳеҷ га гуфтанем ташаккур ба ин сардори худмо Харомато Шарипович ки аз номи марда гап задем бар моро дертарак мумкин як рӯз ним рӯзга бо раҳ мегирифтан аз номи бародар гап задем гуфтем ки ҳамтари одамо А то мумкин 15 сол маҳкамтон мекунед. мумкин 15 сол номаълум 10 сол 15 сол чанд сол буд аз номи шумо гап задем ташаккур ягон як соат баъд ай гузаштани ҳамо кор ҷавоб мододанд хостан гуфтем ки ма қатъиян бародари мо гап зане қатъиян мисояту гап назаданд гуфтанд ки мо қатъи ягон кас гап намезанем мо ҳозир шуморо ҳуитун мекунем як соат пас аз ҳамо ҳуй мекарданд қоғаз доданд ки қайд 4 числа дар бе бо допрос мекунем иншоалло ҳар ки ҷавоб доданд раҳмати калам Салом алейкум.